на русском языке. 85-летию казахского поэта Олжаса Сулейменова. Олжас Сулейменов – человек известный. Он известен не только своим знаменитым произведением «Азия», но и стихами, своими содержательными интервью, которые вызывают большой интерес у читателя. Олжас Сулейменов – казахский поэт, писатель, литературовед, герой труда Казахстана, народный писатель Казахской ССР, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат. Родился в городе Алма-Ата в 1936 году в семье прямого потомка Олжабай Батыра, Омархана Сулеймен-Улы, офицера казахского кавалерийского полка. Происходит из подрода Айдабол, рода Сүйіндік, племени Арғын, Среднего Жуза и Фатимы Бетельбай, дочери коммерческого управляющего торговых домов, купца Габдулвалиева Насыржана Бетельбай из рода Шапрашты. Окончил школу в 1954 году и поступил на геолого-разведочный факультет Казахского госуниверситета. Окончил его в 1959 году инженер-геолог. В последние годы учебы совмещал с работой в геолого-разведочных партиях. Литературной работой занялся в 1955 году. В 1959 году поступил в литературный институт имени Максима Горького в Москве на отделение поэтического перевода, но в 1961 году был вынужден прервать учебу. Подборка стихов Сулейменова, опубликованная в литературной газете в июне 1959 года, стала первой публикацией поэта в центральной печати. Писал стихи на русском языке и был поначалу известен только у себя на родине. Широкую известность получил весной 1961 года. Отчисленный за драку из литературного института, он вернулся в Алма-Ату и подрабатывал в газете «Казахстанская правда». 11 апреля, осведомленный о событиях на Байконуре, редактор газеты Федор Боярский заказал ему стихи про полет человека в космос. За ночь он набросал несколько строк, и 12 апреля, когда объявили о полете Гагарина в космос, стихи уже вышли в газете, и листовки с этим текстом разбрасывались в самолетах над Алма-Атой и другими городами Казахстана. Впечатленный эпохальным событием, Сулейменов за неделю превратил эти стихи в поэму «Земля, поклонись человеку», и уже в мае она вышла в свет. Сулейменов впоследствии говорил: «Мою поэму передавали по центральному телевидению и радио, печатали в газетах. Почти каждую неделю я выступал в каком-то городе, на заводе, фабриках, студенческих аудиториях. Вот такой был мой успех». Поэма вскоре получила премию ЦК комсомола Казахстана. Его первый поэтический сборник «Аргамаки» увидел свет в 1961 году. В 1962 году был издан сборник «Солнечные ночи», в 1963 году «Ночь парижанка». Также выпущены сборники стихов «Год обезьяны», «Глиняная книга» и другие. В последние годы был издан ряд крупных исследований поэта, писателя, ученого, политика и общественного деятеля Олжаса Сулейменова. В 1998 году выпустил книги «Язык письма» и «Улыбка Бога». В 2001 году «Пересекающиеся параллели». В 2002 году книгу о происхождении древнетюркских языков и письменности «Тюрки до истории», за которую получил премию Культигена за выдающиеся достижения в области тюркологии в 2002 году. Олжас Сулейменов пишет на русском языке. В его произведениях воспеваются национальный дух казахов, степные казахстанские просторы. Он хорошо знаком с образом жизни, думами и чувствами казахов. Поэтому в его художественных произведениях отражается национальный дух казахского народа. В научных трудах Сулейменова показано место тюркских народов в развитии мировой культуры и мировой истории. В произведении «Азия» он обосновал, что тюрки есть одно из древнейших культурных наций мира. Стихи и проза Олжаса Сулейменова переведены на многие языки мира. Герои поэтических произведений Сулейменова гордые, знающие себе цену, уважающие достоинства других стильные личности. Олжас Сулейменов – поэт-философ, писатель-философ. По характеру своего дарования Олжас Сулейменов – поэт философского мироощущения. Он не только художник, но и глубокий, оригинальный мыслитель. Его произведения отражают его мысли, сферы деятельности. Олжас Сулейменов – великий художник слова, филолог, философ, историк, великий гуманист своего века.
Огромное спасибо за ваше внимание. До новых встреч!